слушаем вас. Александр Васильевич, добрый день. Добрый. Дмитрий побеспокоил Бекалюков. Александр Васильевич, там вчера высылали, в том числе и вам, обращение с фото-видеофиксацией происходящего. А в конце там приписка была: просим срочно рассмотреть. Хотел спросить, вы видели этот белый дым и черный дым, который выходит с труб, расположенных в системе вентиляции от камер по сушке пластин? Я извиняюсь, вчера на mail вам поступил, то есть я на Минприроды, на облкомитет, на прокуратуру, на Центр экологических экспертиз, на Брыша все это скидывал. Вы получали нам официальный mail, который указан на вашем сайте? Сейчас, секундочку, я не видел. Сейчас уточнил секретаря. По крайней мере, мне никто ничего не предоставил. А вообще по обращению, которое вот мы 11... то обращение, которое вы принесли, оставили, и дополнительную информацию, что вы по электронной почте должны были сбросить, все получили. Ваше обращение рассматривается, перенаправлено как в санстанцию, так и в другие организации по компетенции. Что касается конкретно... Александр Васильевич, я к чему говорю? Сегодня ночью и утром опять был выброс плотного едкого дыма, белого цвета и черного. Я хочу с вами не согласиться. У нас фото-видеофиксация сделана этого. Начальник Брестской инспекции после вашего звонка в течение 20 минут был там в месте, точнее заместитель с комитета. Никакого дыма там не было, хотя... По-моему, вы обещали предоставить какие-то материалы. Да, конечно. Я сказал, что эти материалы у вас уже на мейле вчера были. Это вчера. А по сегодняшнему? Так подождите. То есть вы хотите то, что вчера, это вчера, то, что сегодня, это сегодня отдельно. Мы сегодня тоже скинем тогда. Если нужно скидывать каждый день, без проблем. Будем скидывать каждый день. Оно происходит в течение минут, этот выброс. И с периодичностью 30-40 минут. Технологический процесс идет. Я что-то не могу понять. Вы считаете, что мы... придумаем что-то или что? Я ничего не говорю. Вот, и так, подождите секундочку, и отметить Брыш, когда я позвонил Брышу, через 25-30 минут это было, он был там, по-моему, в 8:20, а выброс был в 7:15, мы фиксировали. До этого выброс был в 6:30, а до этого в 5:50. Мы тут шутки не собираемся шутить, а обращение с видеофиксацией черного и белого дыма вам скинуто на mail. Я хочу вам сказать, что время работы, как инспекции, так и комитета, у нас установлено с 9 до 18 часов. Но есть. Понятно, то есть если предприятие будет травить, в это время оно никем не контролируется или как? Подождите секунду. Давайте. Есть дежурный эколог, который принимает информацию, он находится в Минске по телефону. Телефон доступен в интернете на сайте Минприроды. Идет туда сообщение, и дежурный эколог уже, он круглосуточный телефон. И что, с Минска сюда приедет или что? Они почему приехали? Они уже будут, в зависимости от той информации, которую вы предоставляете, они связываются со службами, вплоть даже МЧС поднимают. Хорошо, Александр Васильевич, я вам на mail скинул и Маслобоеву, вашему заму, показывал на телефон черный дым. Вы mail проверьте, пожалуйста, и тут надо меры реагирования принимать, а не месяц ждать. Они каждый день это делают. Вы дали им лимиты выбросов. Вы контролируете эти лимиты выбросов? Они превысили их или нет на сегодняшний момент? Ну, вообще-то лимиты не выдаются, выдается разрешение. Ну, разрешение на лимиты выбросов. Вы контролируете то, что дали им разрешение? Они превысили или нет, или сколько на сегодняшний день они использовали из этой квоты, если можно так сказать? В рамках вашего обращения подготовлена заявка на центр на отбор проб. Я понял, это я слышал. Мне интересует на сегодняшний момент. Им дали лимит разрешения на выбросы в каком-то количестве. На сегодняшний момент кто-то проконтролировал, есть информация, сколько они выбросили в атмосферу загрязняющих веществ и превышен ли лимит. Если нет, ответьте нет. Если да, нет. Ответьте да. На сегодняшний день такой информации нет. Тогда спрошу, а почему? Завод фактически 24 часа работает в сутки.
Это аккумуляторные батареи сейчас были обнаружены в кузове автомобиля, якобы полуфабрикат. Даже полуфабрикат они не имеют права производить. У них нет допуска к производству. А рассказы там Шукалов, что не могут... Аккумуляторов это не наша компетенция. Я понимаю, но мы вас уведомляли, звоним постоянно, что они работают. Вент-установка, аспирация от котлов плавления с 8:30 до 20:00 работает. Они работают. Вы как будете контролировать? Вы понимаете, мне ваш зам Маслобой ввел в заблуждение, сказал, что пока он не введен в строй, вы не имеете права контролировать. Вы имеете право контролировать. И вы, именно вы, ваше ведомство, Минприроды по Брестской области, комитет, регулирует работу этой лаборатории. Вы говорите, куда ехать и что делать. Мы не говорим, мы заявку направляем в Минск. Как это не парадоксально звучит, комитет направляет заявку в Минск, в центр, а Минск-центр сбрасывает опять сюда же. И хорошо. Это прописано по взаимодействию, приказом утверждена Минприроды. Хорошо, объясните мне, идут пусконаладочные работы уже месяц. Почему облкомитет там не с приборами и не контролирует выбросы? Там мимо фильтров пускается сульфат свинца, белый дым. Мы уже выяснили, что это за соединение даже. Там мимо фильтров идет, он не должен вообще выбрасываться. Вы поймите, в рамках пусконаладки они обязаны сами проводить локальный мониторинг. Мы на сегодняшний день им отправили запрос, чтобы они нам предоставили результаты ихнего локального мониторинга. Александр Васильевич, вы меня извините, вы надзорно-контрольный орган за соблюдением законодательства окружающей среды. То есть вы та дубина, грубо говоря, которая отшивает, бьет по рукам недобросовестным предпринимателям, которые хотят отравить нас, жителей Бреста и Беларуси. И вы сейчас мне говорите, что вы отправили запрос. Да они вам ответят, что все великолепно. Вы должны послать туда работников своих, смотреть за заводом, что они делают, по камерам смотреть. Откуда продукция готова берется? Вы это сделали? Я не могу туда заслать. Почему? Вы имеете право. Я уточнял в Минске. Завод фактически работает уже. Вы хотите сказать, что Минск не врет? Хорошо, я сейчас еще раз министру тогда наберу. Если вы говорите, что вы не можете, а помощник министра говорит, что вы можете. Я хочу понять вообще, кто может. Я вам повторяю, заявка отправлена, подготовлена и отправлена. Это про заявку. А кто контролирует сейчас работу завода? Я имею в виду по выбросам. Они выбрасывают в открытый воздух. Мы вам видео скинули. Какие меры реагирования? Меры реагирования отправлена заявка? Ну это смешно, вы меня извините, но это смешно. Подождите, в рамках производственного контроля завод iPower заключил договор с лабораторией, которая находится здесь у нас в комитете. Конкретно какая лаборатория? Ну, центра, но на расчетной основаниях, то есть завод платит им деньги. Сколько раз уже эта лаборатория отбирала пробы? Ну, я не могу сказать на сегодняшний день, сколько раз лаборатория А вообще она отбирала пробу, выезжала туда? Конечно. Как? В смысле, конечно. Вот вы знаете, вот вы мне сейчас говорите, что она выезжала, а с этим... На основе они практически там каждый день. Вы меня извините, но я там каждый день с людьми нахожусь, я ни разу не видел никого на трубе. Никого. Не знаю, где вы не видели. Мы каждый день там... заходит пятидверная на территорию завода. Хорошо, эти актами мы можем ознакомиться, где идут точки забора вообще воздуха, с каких точек выбросов? Это их информация, и у нас ее даже нет, этой информации. То есть фактически вы никак не контролируете работу завода. То есть у вас этих актов нету, замеров нету, то есть у них эта информация, у вас ничего нету. Мы вас, общественность, уведомляем, что идет выброс черного дыма. Что? Да, слушаю вас. Информации нету. Так как вы контролируете тогда лимиты выбросов? Предоставление такой информации. Хорошо, как вы, как комитет, контролируете те разрешения на выбросы, которые дали? Они уже работают месяц. Как вы контролируете? У вас ваши глаза и уши, это же лаборатория. Вы же не подойдете, носом не понюхаете, воняет. Вам нужны лабораторные исследования. То есть это единственный контроль, это лабораторный исследование. А вы мне сейчас говорите, что вы послали заявку. А что вы делали месяц, извините меня? Прошу прощения, вы в месяц не в должности, как вступили в должность.
Весь вопрос в том, что чтобы направить заявку на сбор проб, должны быть основания. Основания поступили от вас, обращение. И на основании вашего обращения мы подали дополнительную заявку. Потому что все заявки формируются на проведение анализов за полгода. Хорошо, Александр Васильевич, я понял вас. А если бы мы не написали бы обращение, то есть они бы вот так и бы по ночам бы и травили бы всякой ерундой? Они проводят свой мониторинг локальный на договорных основах. Как они проводят мониторинг на договорных основах, я вижу своими глазами с 5 утра до 6 утра, когда черный дым с трубы валит и белый густой плотный дым с едким запахом. Поэтому мне говорить, как они проводят, мне не надо, я верю своим глазам. И фото-видеофиксация у вас есть и сброшена вам на mail. И работники милиции даже, когда были возле завода, на свои кулоны, это зафиксировали, понимаете? А вы мне говорите, что они контролируют. Это вы контролировать должны. Вы, комитет охраны природы окружающей среды, а не АИПАО. Ну, в конце концов, ну. Скажите, пожалуйста. Запустится. Он уже травит, он уже... Как он может запуститься? Он во время до запуска травит все живое. Вы же дали ему лимиты, вы должны проконтролировать эти лимиты. Или эти лимиты хочу дал, а он работает как хочет, мимо фильтров. Вы видеокамеры смотрели от начала, от 24 часов до 24 часов. Эти аккумуляторные батареи откуда-то появились. Там идет плавка, полный цикл. Вы смотрели камеру наблюдения по всему заводу за сутки или ваш человек? Вы давали такое указание? Я пока такого указания не давал. Так. Согласно вашего или не вашего обращения... Мое. В администрацию президента с выездом на место будет организована группа. И при этой выезде группы, в том числе и Министерство представителей природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, мы будем на самом предприятии. Естественно, я посмотрю по вашим видеосъемкам ВКонтакте или еще где-то. У вас на мейле официальная выплата, причем контакт. Время я лично проверю по видеонаблюдению. Александр Васильевич, я еще, то есть если я правильно понял, до моего обращения ничего-то не планировалось делать. Я правильно помню? Во время пуска наладок. Правильно? Почему не планировалось? Ну а каким это и когда планировалось, если может документ какой-то, можно ли с ним ознакомиться? На данный момент нет. Понятно. Александр Васильевич, я хотел бы вам через минут 5 перезвонить. Как вы считаете, вашему секретарю достаточно будет времени проверить мейл ваш? Я имею в виду не ваш личный, а комитет. Алло. Конечно. Через 5 минут я перезвоню, чтобы с той целью, если вдруг в спаме или где, я вам еще раз пошлю его. Достаточно 5 минут. Все, через 5 минут перезвоню. Хорошо.